الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. بارك الله فيكم, братья и сестры муахиди. Это третий наш урок из Навакидуль Ислам, сломающий ислама. Мы предыдущим нашим уроком объяснили братьям и сестрам, баракаллаху фикум, вот этот третий пункт Навакидуль Ислама, сломающий ислама. Мы просто объяснили, что значит это сломающий ислам, третий сломающий ислам. Маллам юкаффирил мушрикин, ау шакка фи куфрихим, ау сахаха мадхабахум. Тот, кто не такфирует мушриков, или у него есть сомнения, что они кафири, или говорят, что мушрикский мазхаб правильный мазхаб, да, оправдывает их. Каким образом? Мы этого объяснили в общем образом. Даже там мы говорили, да, манхадж салафу салиха из книги Иджма', который Ибн Абу Хатим предает от своего отца Абу Хатим ар-Рази и ученый, который там во время салафу салиха был. Единогласным ученым. Единогласным образом салафу салиха это сказали, что азрул мушрик разделяем на два части. Первый час, который понимают, знают, после этого не такфируют, станет кафиром. А второй час, который азириты, которые оправдывающие, которые у них нет знания какой-то образом, у них есть шубха, тауиль, какие-то такие проблемы, и не такфирует не всех мушриков, некоторых мушриков, это станет азиритом. Это не станет азиритом. Это мусульманин, ну, мы должны для него донести худжу. После худжа, после того, как для него доносим худжу, если он принимает, альхамдулилля, если он не принимает, субханаллах, станет кафир. Мы это объяснили. Давайте сейчас коротко читаем книга «Сломающий ислам» Аллама Али ибн Худейр, хафизахуллах ва фукка усра, и просто переводим. Некоторые моменты чуть-чуть объясняем, потому что все ясно. Вот, начинаем отсюда, потому что до этого я вам объяснил. وَيَشْتَرِطُ فِي تَكْفِيرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ شَرْطًا. От этого начинаем. Это что значит? Чтобы вынести такфир тому, кто не вносит такфир многобожникам, необходимо наличие двух условий. Вот эти условия мы должны знать. Многие братья и сестры, которые разговаривают, говорят насчет такие третий, извиняюсь, у меня горло чуть-чуть болит, которые говорят насчет третий пункт Навакидуль Ислама, сломающий ислама. Проблема в том, что у них нету точных знаний насчет этого сломающего ислама. Некоторые в общем образом такфируют азиритов, оправдывающих, а некоторые у них нет знания, они думают, что защищают себя и думают, что не должны такфировать, потому что это слишком тонкий вопрос туда-сюда, и вообще отрицают такфир азир мушрика. Некоторые, это значит, гулю, переборщили насчет такфир азирити. Некоторые переборщили насчет такфир азир мушрика, оправдывающий. 100% всех такфируют. Говорят, такфир это усуль дин, если кто-то не такфирит, в общем образом все они кафиры мушрики, да? У них нету тафсиля, раздел, точный и тонкость. А некоторые, субханаллах, насчет этого темы даже не хочет слышать. Вот это проблема. Ну, альхамдулиллах, у нас есть религия,
который мы должны изучать, понимать. И в этом манхаджу мы должны держать свою религию. Баракаллаху фикум. Мы отрицаем тот манхадж, хавариджитский манхадж, который такфиривают, оправдывающий в тот куфр, который это неясный куфр даже. И такфиривают биттасальсуль. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, каждому, и даже себя. И тоже в этом моменте отрицаем джахмитов, которые отрицают такфир аль-мушрика или отрицают такфир оправдывающий. Потому что у нас есть такие студенты, как говорят, русскоговорящие, таджикские или персиговорящие, ну, многие джахмиты сейчас распространены, их религия, субханаллах. Они называют себя некоторые ахль-хадисом, ахль-атаром, может быть, или салафитом. Ну, они, нет, они вранье говорят, они вруни, у них нету ни одного, вот насчет такие вот таухида, да, мнения салафа. Ихний салаф, вот это подхалит, ихний салаф, не знаю, ашарити, матуридити. Проблема в том, что они отрицают, некоторые из них джахмиты 100% отрицают такфир аль-мушрика. Это, насчет этого мы много не разговариваем. Все, вот вы знаете, что это баптильский манхадж. А некоторые из них говорят, что нет оправдания по невежеству. Говорят, я не даю оправдания по невежеству. Ну, насчет оправдания по невежеству есть разногласия между учеными, говорят. Вот это тонкость, вы, братья, должны знать. Вот эта проблема сейчас между ахль-сунна такой шубха распространяется некоторые джахмиты, скрытые джахмиты, которые говорят, когда спрашивают, что есть ли незнание, будет ли незнание оправдания по невежеству, будет ли незнание оправдания, есть ли оправдание по невежеству? Он говорит, нет, никогда не было, нет. А как поставишь хукм тот, кто делает ширк? Он говорит, тот, кто делает ширк, это мушрик. Машаллах, как красиво он говорит. Потому что вот до сих пор он в правильном пути. А потом он добавит, что, ну, знай, брат, говорит. Ну, знай, брат. Насчет этого темы, да? Насчет таких темы. Вот точно этом теме есть разногласия между учеными. Некоторые ученые говорили, что есть оправдание по невежеству, вот это правда говорит. А если есть некоторые ученые говорят, нет оправдания, есть оправдание по невежеству. И некоторые сказали, оправдание есть, а некоторые нету оправдания по невежеству. Поэтому говорят, вот проблема, большие проблемы начинаются. Поэтому говорят, мы не должны такфировать азеритов, оправдывающие никогда, говорят. Вот такие скрытые джахмиты сейчас среди братьев много. Не наши братья. Наши братья, алхамдулилlah, знают религию Аллаха субхану ва тааля. Среди братьев. Это что значит? Джахмиты заходят в круг братьев. И братья насчет такие вот ребята, скрытые джахмиты, они ничего не ответят, думают, что он же тоже не дает оправдания по невежеству. Он же тоже, как мы, думает, братья. Но это ошибка. Они не так, как мы. Это второй этапный джахмит, который не смог держать свою позицию, чуть-чуть поменял свою позицию. Джахмиты, как хамелеоны, всегда поменяют свою позицию, когда они слабые, да? Когда не может отвечать, когда не может держать, чуть-чуть поменяют. Вот всегда. Сотни вид джахмитов. Поэтому один из их вид вот таким образом, что говорят, что нету оправдания по невежеству. Ну, насчет оправдания по невежеству есть разногласия между учеными. Если кто-то дает оправдание по невежеству, это наш брат, нету проблем. Это в общем образом говорит. Он не разделяет, кто знающий, не знающий, понимающий, не понимающий. Для него все азерити, все оправдывающие, для него братья, и никогда они не такфируют азеритов, оправдывающих. И проблема в том, что тот, кто такфирует азеритов по манхаджу салаф салих, они называют хавариджити.
Вот эти скрытые джахмиты говорят, что тот, кто такфирует оправдывающий, это азериты, да? Тот, кто такфирует азеритов, это кто? Хариджит, говорит. Или распространяет вранье. Как один вот джахиль, как называемый Мидат, или Шамиль, тоже у него имя, Мидат, это джахиль, джахмит, скрытый джахмит, который вот пришел сюда, мы его насчет этого открыто объяснили, что насчет азирита у нас есть как мнение салафа салиха, мы разделяем азиритов на два части, оправдывающие на два части, знающий, понимающий, а не знающий, не понимающий. Знающий, понимающий, зная, понимая, знает, что он делает ширкуль акбар, знает, он делает куфр акбар, у него есть все худжа, он знает Коран и Сунна, после этого оправдывает мушриков. Он кафир мушрик. Нету сомнений у нас. Это наша религия, баракаллаху фику. Это единогласная религия салаф салих. У нас есть десятки худжат насчет этого. А есть второй оправдывающий, который он не знает и не понимает насчет таких моментов. Не знает, что он делал ли куфра ширка, или у него есть какой-то шубха. Поэтому мы этого второй этап не оправдывающий. Не говорим, что он стал кафиром мушриком. Но он делал куфр, как говорит ученый. Баракаллаху фику. А эти, которые для нам не может отвечать, распространяют между людей, что как будто мы без развлечения, да, без ни одного тафсила различения между азеритом, всех азеритов называем кафиром, а тот, кто не такфирует азерита кафиром, это вранье, потому что это тоже джахмитский манхадж, когда они не могут отвечать, когда не могут объяснять, когда не принимают истину. Не принимает истину, но у него нет довода. Почему он не принимает истину? После этого они начинают распространение ложь насчет студентов Ахли Сунна валь Джамаа. Ну, давайте заходим в тему. Вот наш манхадж, который наш ученый, да, Али ибн Худайр в своем книге Навакид аль-Ислам, лист, субханаллах, в моем книге нету листа, да, четвертый лист, по-арабски, да, четвертый лист, который, он говорит, что وَيَشْتَرِتُ فِي تَكْفِيرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مُشْرِكِينَ شَرْطًا. Когда мы такфируем оправдывающий, после того, как появятся два условия. Два условия. Когда появятся это два условия. Ну, два условия. С условием такфируем оправдывающий. Аль-Ауал. Первое условие. أيتبين له كفرهم من الكتاب والسنة فإن تبين له كفرهم ولم يكفرهم كفر. ذكر ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في مجموعة الفتاوى. Первый, баракаллаху фикум, чтобы такому человеку, оправдывающему, разъяснялось их неверие из Корана и Сунны. Если после того, как ему разъяснялось их неверие, он не выносит им такфир. После того, как все знает, он знал, ему объяснили, разъяснились, он не такфирует. Он сам становится неверующим. Кто говорил этого? Упомнил этого шейх Сулейман ибн Абдуллах в своем книге. Маджмуату Таухид. Да, это первый. Это что значит? Тот, кто знает, что вот это джамаа, 10 людей, или один из них, 100% делал ширк. Он знает, что тот, кто саджду делает могилам, или истигасу от этого могила спросит какое-то прощение или помогает, да, истигасу делает, забх делает, зарежет с этим кабром. Ну, какой-то ибаду делает с этим кабром, например. А другой, это оправдывающий, этого посмотрит, знает, что это ширк. Знает, что это ширкуль акбар. Понимает, все ясно для него.
Он тоже знает суратуль Фатха, Ихлас, Кули аль-Кафирун. Все это пророк, саллаллаху салям, как даву делал. Все это зная, не такфирует это. Для него все объяснили. Для него все ясно. Разъяснили, что Коран такфирует мушриков, сунна такфирует. После этого он не такфирует. Он станется сам кафиром. Второе условие. Асани. Это второе условие, братья мои, баракаллаху фикум. Слишком тонкие условия, которые многие студенты насчет этого условия, который Али ибн Худайр сейчас говорит, не объясняет. Почему, я не знаю. Не разъясняли, не объясняли, насчет этого не говорят. Вот посмотрите, что говорит шейх. Второе условие. Первое условие что? Если кто-то, не зная, не такфирует мушриков, мы не такфируем. Сначала объясним им Коран и Сунна, объясним его, разнесем ему, что вот это Коран говорит, это мушрик. Сунна говорит, это мушрик, тот, кто говорит. Донесем ему худжу. После того, как он, зная, отрицает такфир мушриков, он станется мушриком. Это первое условие, да? Для кого, чтобы, если кто-то джахиль, вот для него есть худжа. А второе условие, шейх говорит, асани, алла якуна мислуху яджхалу куфрахум, فإن كان مثله لا يجهل كفرهم فلم يكفرهم كفر. Аллаху Акбар. Чтобы он не был в невидении относительно их неверия. Я перевод читаю, не знаю, это перевод точно ли. Я сам сейчас перевод перевожу, как постараюсь, чтобы как вот здесь. Если этот человек не находится в неведении об их неверии, нет, это неправильно перевод. Потому что говорит, алла якуна мислаху яджхалу куфра. Есть такие люди, которые они не должны. Вот есть такие уровни мусульмане, которые для них в этом этапе, в их уровне, говорим, в их уровне нельзя становиться джахилом понимания вот мушриков. Как это изучать? Вот это, как я вам объяснил сейчас? Вот. Алла якуна мислуху яджхалу куфрахум. Алла якуна. Чтобы не был мислуху. Как они. Чтобы как вот они. Алла якуна мислуху яджхалу куфрахум. Чтобы не должны не знать их куфр. Есть такой уровень в нашем вот религии, да? Например, ученые или какой-то студенты называют сами себя, что всезнающие говорят. Сами себе говорят, мы отвечаем на все ваши вопросы. Мы изучали десятилетия. Альхамдулилля, мы хафизул Коран, хафизул Сунна. Говорят, они сами говорят. Можно ли говорят, что они не такфируют мушриков, потому что они джахиль? Вот таком, для них вот можно? Ихний уровень, вот насчет уровня мы говорим. Ихний уровень, они в таком положении, говорим, да? Вот эти люди, ученые большие, которые на всех вот вопросов они отвечают. Студенты отвечают и говорят, что мы изучали 10 лет туда-сюда, мы читали 1000 книг, и они сами себя так называют, что мы все знаем, говорят, мы все читали, говорят. Даже они говорят, что мы читали вот до вот азиритов и до вот ахли сунна. Они говорят, что мы изучали вот это. Все знаем. Это значит, что их положение в таком образом, что для них нельзя говорить, что я не знаю эту вот тему, да? Есть такой уровень, который тот, кто находится в таком уровне, да,
для них нельзя говорить, что они джахили. Эти оправдывающие джахили. Нет, в таком уровне, в этом уровне нету оправдывающей по невежеству насчет азируль мушрика. Мы говорим насчет азируль мушрика, не насчет мушрика. Есть такое положение, оправдывающий азирит, он не может говорить, что я не знал. Даже он говорит, я не знал, не принимается от него. Потому что таким, как они, не должны не знать этого. Они должны 100% знать это. Потому что их уровень этого не дозволит, что они не знали бы. Да? Как я вам объяснил, ученые. Например, сейчас есть ученые-азерити, конкретные ученые, которые десятилетиями они занимаются вот знанием, написали много книг, они уже стали шайхом, большим, мировой. Ну, открыто оправдывает. Некоторые джахмити нам говорят, или некоторые не знающие нам говорят, что у него есть джахл. Говорят, что это шайх 50 лет, 60 лет, который занимается религией. Все вопросы знает. Аллама, они говорят. Ну, насчет аль-удра биль-джахла, он оказывается джахил. Это, принимаем ли этого? Ихний уровень дозволит ли такого? Вот этого шейх говорит. Нет, не принимаем этого. Ихний уровень не дозволит, чтобы они стали в этом теме джахилом. Ай, алла якуна мислаху яджалу куфра. Мы такфириваем такие оправдывающие азеритов, которые их положение не дозволит им, чтобы они были или стали джахилом насчет куфра аль-мушрика, ширку аль-мушрика. Их положение не дозволит, потому что когда мы говорим субханаллах, как он джахил? Десятки лет он написал много книг, он все знает, говорит, он сам я все знаю. Как для него говорим, это азир аль-мушрик джахил? Нет, это не получается, потому что такие люди, для них незнание насчет куфруль кафра так вообще не расходится, не сходится. Если такие люди оправдывают мушриков, автоматически 100% это оправдывающие азрит кафир. Вот этого я говорю, многие не говорят насчет этого. Это что значит, братья мои, баракаллаху фикум мувахид? Это значит, ученые, которые открыто говорят, что тот, кто делает ширкуль акбара, у них есть оправдание. Они, мусульмане, называют мушриков мусульман, оправдывают их некоторым оправдением. Может быть, невежеством, не знающий, да? Невежеством. Может быть, хата, может быть, тавиль, тариф, как иджтихад, не знаю, какое-нибудь оправдание оправдывает мушриков, называют мушриком мусульман. И после этого они сами читают все, далели, все вот эти худжа ахлю сунна валь джама. Они сами читают мазхаба ахлю сунна. Наш далил, вот наши ученые, которые написали книгу, они читают все ая, все хадис, все вот эти, и после этого отвечают, говорят, это неправильно, это неправильно, это неправильно. Говорят, что мазхабу джахмитов это правильно. Для этих ученых, таких ученых нет оправдания насчет азир мушрик. Тот, кто оправдывает их насчет азир мушрик, это неправильно. Он слишком ясно неправильно. Он в заблуждении. Такие ученые, которые не ученые, это не только касается ученых, тоже студенты. Для многих студентов сейчас нету оправдания насчет того, как они оправдывают мушриков. Вот многие студенты говорят, я не оправдываю. Многие студенты говорят, я оправдываю, да? Я оправдываю. А другие говорят, он насчет этой темы джахи. Он не знающий насчет этого. Это так не получается, брат. Когда студент говорит, я все знаю, как ты от его имени говоришь, он не знает. Он, зная, отрицает религию Аллаха Субхану ва Тааля насчет такфир мушрика. Поэтому
его уровень, его положение, его место, это уровень не дает для него, чтобы он стал джагилом насчет куфруль кафира или ихни ширка. Поэтому, баракаллаху фикум, вот это второе условие, которое тоже такие люди, азерити, оправдывающие, становятся кафир. Как этого кто сказал? نقل الإجماع على كفر من لم يكفر المشركين القاضي عياض في كتاب الشفاء، والشيخ سليمان بن عبد الله ورسالته وثق العرى الإيمان مجموعة التوحيد، ونقل شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى. Эти ученые все говорили. Это второе условие. Что значит? Это значит, для них дошел довод, как их уровень, мы говорили, да, второй уровень или третий уровень, ученые или студенты, которые насчет все говорят, насчет этого оправдывают мушриков. Их положение не дает им, чтобы они стали джахилом насчет этого. Это неправда. Они не джахили. Они, зная религию Аллаха Субхану ва Тааля, отрицают. Их положение отрицания, их манатуль куфр отрицания религии Аллаха Субхану ва Тааля. Такзибу Аллаха Субхану ва Тааля, такзибу калам Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому ученые или студенты, которые у них вот в таком уровне, да, которые в таком уровне, в таком положении, мы для них не доносим довода. Мы не говорим, что это большой ученый не такфиривает мушриков. Ну, мы сейчас им не такфируем после того, как для них доносится довод. Нет, для них уже довод давно дошел. Для этих ученых или студентов. Мы должны этого знать. Некоторые этого не принимают. Но это, если не принимают, это их ошибка. Потому что салафу салих тоже говорили, что «Ман лам юкаффир кафира мимман яфхаму». Кафирам мимман яфхаму. Тот, кто уже знает этого тема, все, вот изучал эту тему, знает, посмотрел доводы Ахлю Сунна и джахмитский довод, он понимает, знает этого. Он мушрик, кафир. Эти оправдывающие. Просто потому, что у него есть знания насчет этого. Все, понимает он все. Но он выбрал путь, который он хотел. В своем навсе. Для него это приятно, да? Поэтому он выбрал это. Он не выбрал истину. Выбрал тот слово, которое для него это приятно или мягче, или хорошо. Поэтому мы разделяем ученые, которые оправдывают мушриков, студенты, которые оправдывают мушриков, их положение, у них нет узра. Эти оправдывающие, их положение, они в таком положении, что они не могут говорить, мы не знали, да, вот этого хочу я вам сказать. Они не могут говорить, мы не знали, они все знают, просто они отрицают. Поэтому эти оправдывающие кафир. Ну, оправдывающие, которые их положение дает им возможность, чтобы они говорят, что мы не знаем. Когда есть другие люди, которые, когда они говорят, я не знаю насчет этой темы, да, мы принимаем от него, потому что он не изучает религию Аллаха, он не был ученым, он не был студентом, он не отвечает людьми, он простой мусульманин, обычный простой мусульманин, который ля иля илля Аллах у него есть, он бросал ширка куфра, молитву читает, ну, обычный мусульманин, да, обычный мусульманин. Когда обычный мусульманин не такфирует мушрика, и он, когда мы спрашиваем, он говорит, не знаю, мы принимаем от него. Потому что он откуда знает? Может, он должен знать. Ну, сейчас в нашем положении многие из них не знают. В этом моменте мы не такфируем простые люди, которые их положение дает им, их положение в таком образом, они могут говорить, что мы не знаем. А есть другие ученые или студенты, которые их положение не дает им возможность, чтобы они говорили, мы не знали. Мы должны эти два вида точно, ясно знать. Поэтому, когда мы такфируем
тот студенты, которые не такфируют мушрика, некоторые говорят, где вы для него донесли худжу. Худжа это его, худжа его уровень, худжа его положение. Худжа, он сам постоянно говорит, что я все знаю. Это худжа для него. Худжа, потому что он каждый день насчет этой темы делает муназар. Это худжа. Ну, понимает ли он худжу? Вот это худжа, Коран и Сунна, который мы донесли ему. Или он читал сам. Он понимает или не понимает. Еще раз говорим, это не наш мазхаб Ахлю Сунна. Понимание худжа. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, донес худжу мушриков. Некоторые из них поняли и принимали религию, некоторые из них не поняли, не принимали. Это не было для них узром, оправданием. Поэтому понимание худжа это в такие яркие темы, это не условие. Баракаллаху фикум. Ну, когда тема не яркий, да, понимание худжа там надо. Баракаллаху фикум. والكفار الذي يجب تكفيرهم على قسمين كفار الذي كفار которые надо их такфировать, они два вида, да? Баракаллаху фикум. Неверующий, который обязательно выносит такфир, делится на три вида, говорит здесь. والكفار الذي يجب تكفيرهم على قسمين. В книге говорят «Аль-Аксмайн», куфар аллади, неверующий, который обязательно выносит такфир, делится на три вида в переводе. В книге говорит «Аль-Аксмайн». Ну, нету проблем, потому что если точно посмотрим, получается таким образом. Баракаллаху фикум. Баракаллаху фикум. Давайте, первый вид. Почему мы сейчас начали изучать куфара? Потому что, когда мы изучаем хукм оправдывающий, ситуацию оправдывающий, мы должны знать вот кафири. Потому что кафири тоже все они не одинаковые, да? Есть такие кафири, которые кто-то оправдывает, 100% автоматически сам станет кафир. Кто это? Евреи, или христианин, или маджус, или буддист, или сикх. Тот люди, которые они вне религии Аллаха Субхану ва Тааля, вне религии Аль-Хакка, вне истинной религии, вне религии ислама. У них другая религия. Как евреи, христиане, маджуси, буддисты, которые они вот все знают. Ну, такие религии много. Много, которые сами люди создали религию, которая это не истинная религия. Истинная религия только одна, это ислам. Поэтому тот, кто себя называет мусульманином, он должен знать, что есть только один истинная религия, это ислам. Есть только один мусульманин, это тот, кто подчиняется Аллаху Субхану ва Тааля в религию ислама. А другие религии, все религии, кроме ислама, это не истинная религия, а тот люди, которые соблюдают другие религии, они кафири. Этого должен каждый мусульманин знать. Это бил иджма, единогласным образом. Вот. А тот, кто не знает этого, он сам кафир. Тот, кто говорит, я мусульманин, религия ислам, и в этом моменте говорят, что это другая религия, христианин, еврей, тоже хорошая религия, тоже истинная религия. И тот, кто соблюдает, да, маджусит или евреев или христианинские религии, они тоже мусульмане. Аллах, Субхану ва Тааля, от них тоже принимает. Если этого думает, он кафир. У него нет религии. От его такие религии Аллах, Субхану ва Тааля, не принимает. Субханаллах. Есть люди, такие люди есть тоже. Да, я сам видел в России. Там, я сам видел такие люди, которые со мной разговаривали насчет
вот такие вот насчет этой темы. Говорят, что не называй христианином кафир. Не называй это. Евреев говорят. Евреи это Америка говорят. Давай такфировать евреев. Ну, мы живем в России, это наши братья, христиане, они тоже в религии же говорят. Они тоже подчиняются Иса, алейсалам. Мы же любим Иса, говорят. Насчет этого у нас был муназар. Я им объяснил, что вы кафиры в этом моменте. Они себя считают мусульманам тоже. Они не мусульмане. Они говорят, такое мнение джахмитское есть. Все религия, говорят, в конце концов, к Аллаху Субхану ва Тааля и в Джанну, говорят. Ну, религия ислама, субханаллах, вот так это джахмити создали, да? Говорят, что дорога в религию ислама слишком открыта, ясна и прямо к раю, к краю. Край, который Аллах Субхану ва Тааля создал для мумина. Ну, эти евреи, христиане, другие, чуть туда-сюда, у них поворот много, да? Левым, правым. После мусульман, после несколько лет, потом они заходят в раю, говорят. Вот сейчас евреев, христианов, они тоже говорят, в раю будет. Это джахмитский, куфрийский, шайтанатский, это шайтанский, субханаллах, религия, которую сами создали. Для того, чтобы они хорошо жили там, среди этих кафиров. Субханаллах. Вот эти люди кафиры. Поэтому давайте сначала, вот первый вид, который 100% все мусульмане должны такфировать. من أجمع العلماء على كفر ممن ليس من أهل القبلة كاليهود والنصارى والمجوس والسيخ وغيرهم. Тот люди, кафиры, которые ученые единогласным образом говорят ихний куфр, который они вне религии Аллаха Субхану ва Тааля. Вот давайте читаем, да? Те в неверии, которых единогласные ученые. Однако они не являются людьми кибли. Они вне нашей религии, да? Они в другой религии. Они не принимают нашу религию. Как, например, иудеи, христиане, огнепоклонники, маджуси, сихи и другие, которые у них другие религии. Вот это первый вид кафара. Второй вид кафара. من يدعي الإسلام من أهل القبلة وقد قام فيه مكفر. Есть люди, которые они называют себя мусульманинам, но они считают себя мусульманами, они считают себя ахл кибла, они считают себя, что они умма пророка, саллаллаху алейхи, но у них есть куфрул акбар. Они делают некоторые дела ширка и куфра, которые это выходит из религии, сломает их религию ислама. Аджма аль-уляма валя такфири би. Единогласным образом ученые такфировали их. Ва аджмау аля такфири ман кама фихи мисалу. Единогласным образом такфируют тот люди, которые делают ихний куфр. Кто эти? Кто эти люди, которые единогласным образом ученые такфировали? Эти нусайрия, говорит. Нусайрия, который шейх аль-Ислам ибн Таймия такфировал их. Факад афта шейх аль-Ислам ибн Таймия бикуфрихим. И он сказал, иннахум акфар мин кафир мин аль-мушрикин. Нусайрия, говорит шейх аль-Ислам ибн Таймия, они сильнейшие кафири, чем некоторые вот мушрики, даже другие религии. Это, да, точно ясно. И Ибн Таймия говорил, даже после того, как он, баракаллаху фикум, закончил войну, джихаду с татаром, он сломал татарам, с мусульманам. И после того он говорит, давайте, мусульмане, подчиняйтесь меня, чтобы мы тоже сейчас, в этом моменте, чтобы мы закончили нусайрита в Шаме. Потому что эти нусайриты хуже, чем татари, он говорит. Шейх аль-Ислам Таймия, рахмаллах. И после этого говорит Кадияния, что все ученые говорят, Кадияния это куфр, ширк.
И после этого он говорит, ад-даррус, даррус. Единогласно ученый говорит, что даррузи кафири, аль-бахаия кафири, аль-бабия кафири, вал-рафида кафири, вал-батиния кафири. شيخ الإسلام في своем книге مجموعة الفتاوى, Шарх аль-Бассам, он много книг здесь говорит, да? И после этого говорит Даррузи, после этого валь-ильманиюн. В нашем время говорит ильманиюн. Кто они? Вот хизбити. Хизбити или другие себя называют мусульманами, но они, барак Аллах фикум, думают, что в нашем время нельзя или не нужно, или не получается. Нельзя, некоторые из них говорят, некоторые из них не нужно, и некоторые из них говорят, не получается по закону Аллаха Субхану ва Тааля судить по закону Аллаха Субхану ва Тааля. Они отрицают судить по закону Аллаха Субхану ва Тааля. Говорят, мы живем в 21 веке, у нас сейчас слишком технологическое время, туда-сюда, мы должны таким образом ильмания, скларисти, секуляры, которые говорят сейчас в нашем времени, не получается или не нужно, или нежелательно, или вообще Коран это для вот время пророка, саллаллаху алейхи, после этого, да, и сейчас у нас не получается, и они думают, что не нужно судить по закону Аллаха. Это не обязательно, говорит. Это не обязательно, чтобы судить по закону Аллаха. Это ильманиюн. Секуляристы, которые себя считают тоже мусульманами, они тоже сейчас бииджма уль-умма, шейх ислам говорит, что они тоже кафири. فإنهم كفار الذين يرون أن الدين ناقص وأنه رجعي وأنه لا يدخل فيه السياسة ومثلهم منتمون إلى الماسونية وكذلك الشيوعيون ومثلهم لاعتقادهم كالاشتراكية القوميين وغير ذلك. Они тоже единогласным образом, единогласно ученые такфировали такие люди, которые себя тоже мусульманами называют. Это второй кафири, который в наше время они есть. ومما أجمع العلماء على تكفير الجهمية. И тоже один из этих в нашем время кафиров, которые единогласно ученые такфировали, это джахмия, говорит, который Ибн Кайм аль-Джаузи в своем книге Нуния приводит 500 ученых, которые такфировали джахмию. И как Абдуллах ибн Мубарак и другие ученые. От салафа до в свое время Ибн Кайм аль-Джаузи говорит. ولقد تقلد كفرهم 50 في ألف من العلماء في البلدان 50 في ألف في 10 من العلماء في البلدان. Вот это второй вид кафиров, который единогласным образом ученые такфировали. А если кто-то не такфиривает, вот эти кафири, которые единогласным образом ученые такфировали, вот это оправдывающие, которые мы должны знать их положение. Вот поэтому мы должны сначала знать кафиров, которые единогласно ученые такфировали, потом положение азеритов, оправдывающие их, вот эти оправдывают, азерити оправдывают эти кафири, которые ученые единогласным образом такфировали. Каково будет положение оправдывающих этих азеритов? Это вот мы сейчас начинаем после некоторого момента. Третий вид кафиров – это который не единогласно. Между учеными есть разногласия. Но правильное мнение – это что они кафири. Насчет кого? ومن وقع خلافه في تكفيرهم أمثال عوام الطوائف التي تدعي الإسلام والتي قام بها مكفر كعوام الباطنية والرافضة وعمام الجهمين وغيرهم من الطوائف. Третий вид кафири, который среди ученых получилось разногласие. Эти третий вид кафири тоже себя называют мусульманином. Они тоже себя считают мусульманином. Но у них есть мукаффир. Они делали некоторые, да, куфри. А ученые разногласили. Некоторые говорят, эти люди, кто они? Обычные люди рафидити, обычные люди джахмити. Рафидити, батинити, обычные люди и джахмитские обычные люди.
Насчет этого, правильное мнение что? Правильное мнение, что они кафири. А баракаллаху фикум, тот, кто насчет этого делал проблему, мы только сейчас начинаем, да? Вот, баракаллаху фикум. حكم من لم يكفر هذه الأقسام الثلاثة فيه تفصيل. Тот, кто... Вот мы только что начали положение оправдывающих этих три вида кафиров. Мы только что изучали всех видов кафиров. Кафир муджма аляй, кафир, который у него есть разногласия туда-сюда. Насчет кафира мы все знали, альхамдулилля. А сейчас начинаем. Шейх Аллама говорит, хукм – это положение тот, кто не такфирует эти три вида кафиров. Или все они, или всех их не такфирует, или некоторые их такфируют, некоторые не такфируют. Мы должны знать их положение. Это баракаллаху фикум. Начинаем объяснять положение азеритов. Слишком ясным образом. قسم الأول هو من أجمع العلماء على كفرهم ممن ليسوا من أهل القبلة كاليهود والنصارى والهندوس فهؤلاء من لم يكفرهم فهو كافر وقد ساق ابن تيمية الإجماع ولا. Первый вид кафири кто был? Тот люди вне религии ислама. У них другая религия. Как евреи, иудеи, христиане, индусы, сикхи. Тот, кто себя называет мусульманином и не такфирует их, он сам становится кафиром. Без никакого колебания он становится кафиром. И насчет этого есть единогласный иджма уляма. Единогласные ученые единогласно такфировали такие люди. Насчет этих людей мы не различаем на два части. Мы не говорим, что ученые, которые не такфируют евреев, христианинов или маджусов, или сикхов, буддистов, становятся оправдывают по невежеству, да, становятся кафирами, азеритами, а люди обычные, которые себя считают мусульманами и не такфируют евреев, христианов, он не становится кафиром. Такие вот различия в этом моменте не получаются. Ученые или обычные мусульмане, все они в одном уровне, они все должны такфировать, они должны знать, что тот, кто у него другая религия, кроме ислама, он кафир. У него религия не принимается. Это 100%. И многие ученые насчет этого иджма вот сказали, как Ибн Таймия в своем книге иджма. Ман шакка фи куфри яхуди ван насара ван мушрикин фа иннаху кафир. Тот, кто сомневается в неверии евреев, иудеев, христианов, мушриков, он сам кафир. Книга Маджму, 2 джильд, 383 лист, баракаллаху. И тоже Кади Ияд и некоторые другие ученые. Поэтому все мусульмане должны знать, что тот люди, которые в другом религии, их религия не принимается, их вера не принимается ни одного, и они баатили, и они кафири. Этого должен знать все мусульмане насчет других религий. Баракаллаху. Второй вид, который я вам объяснил, да, раньше мы объяснили, что есть второй вид кафири, который они себя называют мусульмане, как мусайрити, как дурус, как вот эти, которые, как джахмити, которые все ученые единогласным образом такфировали. Если кто-то из мусульманин не такфирует их, что будет? Какое его положение? Какое положение азеритов? وهو من قام به مكفر ممن أجمع العلماء على التكفير به ممن يقول لا إله إلا الله فهنا تفصيل говорит. Те, кто причисляет себя к исламу и людям кибла, себя говорит, я из кибла, я мусульман, однако совершает какое-либо действие из дел неверия, за которые ученые единогласно выносят такфир. Например,
или этого мы читали, да, мы должны читать положение. Да, вот, положение. Второе положение людей. Те, кто не вносит такфир второй группе. Тем, кто говорит, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Тот, кто говорит, я мусульманин, говорит. Ну, но совершает действие неверия, за которые ученые единогласно выносят такфир. И в этом имеются детали, тафсиль, в этом имеются детали. И в этом образом есть деталь. Вот, посмотрите, братья, баракаллаху. Насчет такфир евреев, такфир христианинов, такфир буддистов нету деталя, да? Тот, кто не такфирует, он тот кафир. Ну, насчет вот тот, кто себя называет мусульманином, они говорят ля иляха илляллах. Они говорят, что мы мусульмане, мы ахлюл кибла. А тот, кто не такфирует их, в этом случае положение, оправдывающее азирит, есть деталь. Давайте изучаем деталь. Что за деталь? Баракаллаху фикум. В этом имеется деталь. Если такой человек узнал, что эти люди совершают подобные неверия и не внос им такфир после того, как узнал, то он является неверующим. Ибн Таймия в книге Ас-Сарим аль-Маслул передал единогласное мнение, говоря о тех, кто убежден в божественность Али. Божественность Али. Единогласным образом ученый такфирует, тот, кто думает, что Али это божество вот таким образом, как рафидити. Если кто-то знает, что рафидити, у них есть такое мнение. Рафидити думает, что Али это думает божественность Алия. Илах, называют Алия Илахом. Знают, что это не только их ученые, даже простые люди этого думают. И после, зная этого, не такфирует, он сам становится кафир. Иджма, единогласным образом. Субханаллах. Нет сомнения в неверии того, кто простановился в их такфире. Нет сомнения в неверии того, кто приостановился в их такфире. Это Ибн Таймия, рахималлах, сказал. На это указывает также хадис Малика аль-Ажджи. Вот здесь написано, да, по-русски некоторые их слова. Кто скажет, нет Божьего достойного поклонения, кроме Аллаха. Это ман каля ла иляха илляллах ва кафара бима ю'баду мин дуниллах. Да, насчет этого говорит. Этого хадиса становится ясно, что не станут запретными имущества и кровь человека, пока он не оправдает неверие в то, чему поклоняется помимо Аллаха. А к правлению неверия в то, чему поклоняется помимо Аллаха, становится также выносит такфир его людьми. Баракаллаху фикум. إنه وهو من قام به مكفر ممن أجمع العلماء على التكفير به ممن يقول لا إله إلا الله فهنا تفصيل إن علم أنه قام بهم هذا المكفر فلم يكفرهم بعد علمه فإنه كافر. Это что значит, братья мои, баракаллаху фикум? Второй вид. Это тот группировки, да? Тот фирка, говорим, как рафидити. Если кто-то не такфирует рафидитов, не такфирит джахмитов, не такфирит нусайритов, не такфирит дурруз, не такфирит батинитов, он становится кафиром. Когда? Когда знает, что есть такие группировки, их называем группировки, да? Есть такие, называющие себя мусульманином, но ихний путь, фирка, ихний мазхаб, говорим, да, путь далек от истины. Ихний созданные религия для себя, которую создали ширк и куфр. Кто-то, если знает этого и после этого не такфирует, он сам становится кафиром.
Почему насчет этого говорим, если у него есть знание? Почему? Это что значит? Это сначала говорим, что значит. Это не значит, что только тот, у кого есть знания, они такфируют. Нет. Когда кто-то из даже обычный мусульманин знает, что есть рафидити, которые у них что? Они думают, это Коран, все, это неправильный Коран. Они говорят, что должен быть Али пророком. Субханаллах. Они говорят, Аллах Субхану Атала не знал, когда Джабраиль дал пророчеству к Мухаммад, алейхиссалату вассалам, Аллах не знал этого. Аллах стал в шоке. Аллах в таком образом был в шоке. Говорит, рафидити, акидатуль бада. Они говорят, Аллах не знал и стал в шоке. Ауду билля. Это куфрул акбар. Рафидити. А рафидити, которые постоянно поклоняются могилам, моглопоклонники. Если кто-то знает их, увидел или читал, ну ихний рафидитский мазхаб знает, что есть такой кафирский, созданный руки вот эти еврейские руками, вот религия рафидити, и после этого знает, не такфирует. Он сам единогласным образом становится кафир. Единогласные ученые единогласно такфировали такие оправдывающие азеритов. Ну, если обычный мусульманин, который у его места нету ни одного рафидита, например, в Таджикистане, в Узбекистане, в некоторые, да, в России, может быть, ну, есть мусульмане, которые живет, не знает рафидитов, потому что там нету рафидита. В нашем месте, которое я жил в Таджикистане, не было ни одного рафидита, альхамдулилля. Ни одного рафидита. Мы никогда не видели поклоняющих моглопоклонников. Никогда не видели рафидита именно. Если есть такой момент, такое место, которое они не слышали, что есть шиа, рафидит, моглопоклонники, которые у них такая религия, они не знают такого. Поэтому не такфируют, потому что не знают, для них не существует такое положение. Не знают, не такфируют. В этом образом нет проблем. Они не становятся кафиром. Ну, если зная, не такфируют, становятся кафиром. Тоже насчет нусайрита, насчет алавита, насчет джахмита. Поэтому обычному, простому мусульману в Таджикистане, в Кавказе, в России, в где-нибудь другом месте, обычному мусульману говори, что ты думаешь насчет алавитов, что ты думаешь насчет нусайритов, что ты думаешь насчет батинитов, что ты думаешь насчет рафидитов. Многие из них говорят, я не знаю, что это значит. Кто такие эти рафидиты, батиниты, алавиты, нусайрити. Когда он не знает их, это не значит, он в куфре. Нет, он не знает. Он не слышал. Насчет этих вообще не слышал, ничего не знает. Ну, когда он знает их, и после этого говорит, ну, нормально, они мусульмане, говорит, он сам становится кафиром. Это значит, сейчас есть студенты, которые говорят, рафидити, они тоже наши братья. Да, мы знаем, вот эти студенты говорят, да, мы знаем их не куфр, да, мы знаем их не ширк. Даже эти студенты сами отрицают ширк рафидитов. Сами говорят, рафидиты вот такой ширка делает. Сами напишут книгу, которая там десятки куфруль акбар рафидитов напишет. И после этого говорят, что они наши братья. Они кафири. Вот эти такие студенты или, не знаю, ученые, которые говорят, говорят рафидиты, мусульмане, они 100% единогласным мнению ученым, он становится кафир. Субханаллах. Поэтому насчет вот эти второй вид кафира мы разделяем знающий их, не знающий их. Знающих правильно, да? Баракаллаху фик. Ма'рифатуль хал, как тоже если говорим. А третий вид, баракаллаху фик, те, кто не вносит такфир третьей группе, тем, в чем такфире есть разногласия. Как просто людини течение нововведенций, таких как джахмити. Если человек узнал о них и увидел доказательства, указывающие на них неверие,
то ему становится обязательным выносить им такфир. А иначе к нему принимаются данные действия, выводящие из ислама. Выводящие ислам. Что же касается того, кто склоняется к тому, что люди данной группы не являются неверующими по причине наличия препятствий такфира, как то, что они являются простолюдинами или их неправильными толкованиями или запутанности или невежеству, то такому человеку не разрешается выносить такфир и к нему не принимаются данные действия, выводящие из ислама. Это что значит, баракаллаху фикум, братья? Это тоже некоторые братья неправильно понимают это. Это значит, мы разговариваем насчет обычных людей джахмитов. Обычные люди джахмитов. Или обычные люди тоже. Вот здесь есть, посмотрю сейчас, как мубтадя мислу джахмия, масала. Говорит, да, мислу джахмия. Или мислуль, или говорят мислу, там он, когда разделял между кафром, да, третий вид кафра, или обычный джахмит, или обычный рафидит. Если кто-то знает джахмитам точно ихний акиду, ихний идеологию, ихний мнению, и после этого, если кто-то понимает джахмитские идеологии, да, это куфр, где и что куфр. И после этого увидит, что вот это конкретно, или другие, вот это люди, которые здесь есть, например, перед его стоит, они джахмити. В этом случае, если он знает, должен такфировать. Если знает, что вот это обычные люди, обычные из простых людей, это простые люди, из простых людей, себя называют мусульманином, из простых мусульман, он простой мусульманин, себя называет мусульманином. Но оказывается, он простой, называет себя мусульманином, но джахмит. Простой джахмит, который называет себя простой мусульманин. Это для тебя стало ясным. В этом случае ты должен такфировать это джахмит простой, который уже ты видел и знаешь, что у него есть. В этом случае, если зная, не такфируешь, знаешь его куфр, не такфируешь, сам становится кафром, и это сломающий ислам, третий сломающий ислам для таких людей принимается. Он, это оправдывающий азерит, становится мушриком. А если он смотрит и не такфирует, потому что у него есть незнание, у него не хватает знания, или у него есть какой-то шубха, или какой-то тауиль. Он думает, что он простой, у него есть такое-то мнение, проблема туда-сюда. Потому что это оправдывающий, а азерит тоже простой. Азерит тоже простой. Один из простой мусульманин, он не ученый, он не студент, он не смог такфировать какое-то обычному простому джахмиту или обычному простому рафидиту, потому что он открыто от его не узнал, и он думал, что какой-то у него есть джахл, он узнал, у него есть какой-то что? Тауил или какой-то шубха. В этом случае мы не такфируем это обычному мусульманину, который стал оправдывающим какой-то обычному мушриком. Баракаллаху фикум. Но это обычный мусульманин, когда оправдывает евреев, христианинов, маджуситов, сикхов, становится мушриком. Это обычный мусульманин, когда знают, что такие рафидиты, батиниты, нусариты, алавиты, не такфируют, становится кафром. Это обычный мусульманин, который станет оправдывающим, азеритом. Это обычный мусульманин, который стал оправдывающим, зная джахмитам
ихни акиду, рафидитам ихни. Он становится, субханаллах, азеритом, оправдывающим. Его ислам, его религия сломается. Сломать его религию таким образом. Ну, когда это обычный мусульманин, в некоторые моменты не понимает вот эту тему, или у него есть какой-то шубха, у него какое-то незнание, джахла, и он насчет обычных вот джахмитов или обычных рафидитов не сможет такфировать, в этом моменте мы открыто или говорим резко не такфирим, это обычный мусульман. Поэтому вот посмотрите, даже оправдывающий, это азерит, обычный азерит, не ученый, не студент, обычный азерит. В некоторые моменты он тоже резко становится кафиром. Если не такфирует, тот люди, которые в другом религии, не в исламе, как евреи и христиане. Эти обычные мусульмане, если говорить, я не такфирую кафир. Если не такфирует тагут, который для него ясно, открыто, он, зная, не такфирует тагута, зная, понимая, не такфирует тагута, он станет кафиром. Если зная и понимая, кто такие алавиты, кто такие нусайриты, кто такие рафидиты, в общем образом, не говорит, что они кафири, не говорит, что нусайриты кафири, алавиты кафири, рафидиты кафири. После того, как он понял, да, понимает, он тоже становится в этом моменте кафир. Даже если обычный джахмитов, обычный рафидитов, он знает, что и его идеологию, его акиду, он понимает, он увидит от их ширка, куфра, понимает, не такфирует, это обычный оправдывающий тоже становится кафиром. В одном месте не становится кафиром, когда он не может такфировать обычному джахмитому или какой-то обычному людьми, которые себя называют мусульманом и делают ширка, потому что у него не хватает знания или у него есть шубха. В этом моменте мы говорим, что у него есть куфра, мы сначала довод и после этого такфирим, который мы сначала говорили, да? Сначала довод, если принимает довод, альхамдулилlah, если не принимает, после этого такфирим. Это все, что есть насчет азируль мушриков, который, мы говорим по-русски, оправдывающий мушриков. И это тоже один из величайших тем, один из слишком нужных тем, которые братья и сестры должны знать, этого баракаллаху фикум. А в нашем моменте, субханаллах, некоторые студенты насчет такие вот тонкости убегают, не говорят и даже отрицают такфир, оправдывающий азеритов. Это тоже джахмитские мнения. Баракаллаху фикум. Ну, альхамдулилlah, в наше время, альхамдулилlah, студенты сейчас, многие ахли сунна валь джамаа и многие насчет распространения акиду ахли сунна валь джамаа постараются. Иншаллах, мы думаем, что в ближайшее время, иншаллах, это акида ахли сунна валь джамаа, иншаллах, распространяется между мусульманами. Баракаллаху фикум. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.